Мы уже в эфире. В целом мире сатанисты ходят здесь. Шире шаг, с тучки на тучку. Так, что это будет? Так, у меня есть очень важная информация. Надо срочно передать в НАТО, в Европе. Так, хорошо. С тучки на тучку, шире шаг, шире шаг. Так, всем доброе утро, кто уже проснулся. Кто проснулся, тем повезло. Дело в том, что может так случиться, что скоро и проснуться смогут далеко не все. Сата Путин, трам-тарарам, там-там-тарарам. Трам-тарарам-то, ее уже не продают в Израиле. Кажется. Так, народ, доброе утро, всем доброго ранку, шалом, шалом. Ну что, я хотел выйти еще вчера вечером, но на самом деле не получилось, и важная очень информация. Мы все знаем, что Сатаньягу, демон Сатаньягу вчера встречался с Трампунечкой. Трампуня уже совсем страдает деменцией. Вот. И, конечно же, Сатаньягу так, это надо удалить. Вот. И Сатаньягу, конечно же, делает ужасные вещи. Так вот, значит, Сатаньягу вчера на закрытой части встречи с Трампом, поскольку я обладаю определенными способностями, я мог знать, что происходит на закрытой части обсуждения Сатаньягу и Трампа. Так вот, Сатаньягу убеждал президента США позволить Путину напасть на страны Европы. Дело в том, что Сатаньягу и его сионисты ненавидят Европу, особенно скандинавские страны и особенно Финляндию, Эстонию, Литву, Латвию, Польшу, Румынию. Они очень ненавидят. Дело в том, что они им помнят как бы то, что произошло во время Холокоста, и они хотят отомстить. Цель Сатаньягу – отомстить Европе за Холокост. И в правительстве Сатаньягу было принято жуткий план по уничтожению восточной части Европы, там Польши, Румынии, Венгрии, возможно, тоже, значит, Праги, естественно, Чехии, вот, и Финляндии, а также стран Балтии. То есть это прямо рабочий секретный план, который разрабатывался в недрах вот этого фашистского совершенно правительства. И Сатаньягу отправился с визитом в Вашингтон, чтобы получить, во-первых, добро на завершение операции в Газе. Это публичный аспект, который можно произносить. Вот. И закрытый аспект – это убедить Трампа разрешить Путину напасть на Европу, на страны Европы, атаковать их, ну и фактически уничтожить тактическим ядерным оружием. То есть Сатаньягу является тем самым провокатором, который провоцирует войну между Европой и Russian Federation. И вот в этом
его угроза всему человечеству. Это то, что я все время говорю, что нельзя верить Сатаньяху и его правительству ни одному слову. Их цель – глобальная война. Их цель – уничтожение 5 миллиардов человек в ядерном апокалипсисе, поскольку для них план Армагеддон является генеральным сценарием. Вот в этом и заключается проблема. Путин, он друг Сатаньяху, это же все знают. Сатаньяху встречался с Путиным больше всех из лидеров западного мира. Это же факт, просто математика. Наберите в Гугле, с кем Путин из западных руководителей встречался больше всех за всю историю. И вы увидите, что Путин больше всех из западных лидеров встречался с Сатаньяху. И Сатаньяху как раз-таки убеждал Путина напасть на Европу. Всегда он это делал. Всегда. Это не что-то новое. Дело в том, что Моссад об этом знает. Эта информация является с грифом абсолютно секретно. Ее было нельзя выносить, но очень узкий круг лиц об этом знал, что Сатаньяху многократно убеждал Путина напасть на Европу. Это известно, это не что-то новенькое. Теперь Сатаньяху хочет устроить большую войну на всей планете. Я вам хочу напомнить одну деталь историческую. И вы поймете, что то, что я вам говорю, это не бред, а это очень глубинный план. Вспомните, пожалуйста, кто передал наработки, разработки технологии по производству ядерного оружия из Соединенных Штатов в Советский Союз. Кто передал разработки, чертежи создания ядерного оружия из Соединенных Штатов в Советский Союз, позволив Советскому Союзу быстро пройти этап доработки, скажем так, ядерного оружия. Потому что теоретическая база у Советского Союза уже была, научная база, скажем так, не теоретическая, а научная база по созданию ядерного оружия у Советского Союза была. Но не было технологии, не было вот именно инженерной составляющей. Это потребовалось бы Советскому Союзу еще как минимум 10-15 лет, чтобы наработать инженерные знания по созданию ядерного оружия. Кто это сделал? Это сделала в Гугле, это все открытая информация абсолютно. Вот я вам сейчас прямо фамилию дам. Значит, передали ядерные чертежи из США в СССР. Значит, их звали атомные шпионы, так называемые, они там ядерные или атомные. Значит, их звали, это была пара, их звали Юлиус и Этель Розенберги. Это были сионисты-большевики. Сионисты-большевики украли чертежи ядерного оружия у Соединенных Штатов Америки и передали их Советскому Союзу. С какой целью они это сделали, как вы думаете? Истинная была цель, чтобы создать критическую массу ядерного оружия на Земле для того, чтобы уничтожить цивилизацию. Для того, чтобы уничтожить цивилизацию. И сейчас они подошли к этой черте в их плане по уничтожению европейской цивилизации. Они мстят Европе за разрушение второго храма. Мы помним, что Рим разрушил второй Иерусалимский храм.
И евреи, сионисты, поклялись уничтожить Европу за разрушение второго храма. Поэтому план Армагеддон и план Апокалипсис, таким, каким мы его знаем из книги Апокалипсис, которая была написана в III веке, составлена, это была чисто сионистская разработка. И они лелеяли эту мечту, этот свой план на протяжении 2 тысячелетий. На протяжении 2 тысячелетий они искали технический способ уничтожить европейскую цивилизацию. Естественно, без ядерного оружия реализовать план по уничтожению европейской цивилизации было бы невозможно. И тут они приводят Путина, сначала большевиков к власти, потом с помощью большевиков они побеждают Гитлера, да, то есть сионисты помогали Сталину победить Гитлера, это, конечно же, понятно. Вот. И потом они уже, когда Советский Союз получил ядерное оружие, они начали сразу работать по уничтожению Советского Союза. Советский Союз был уничтожен. Кем он был уничтожен? Ну, это же очевидно. Он был уничтожен внутренним врагом, пятой колонной. Где сидела пятая колонна? Пятая колонна сидела в КПСС и в КГБ. Председатель КГБ Андропов был сионистом. И он делал все, чтобы уничтожить Советский Союз. Кто ввел войска СССР в Афганистан? Кто настоял о начале войны в Афганистане? Специальной военной операции. Кстати, это не называлась изначально война в Афганистане. Это тоже была СВО. Кто придумал, кто пролоббировал на ЦК Политбюро СВО в Афганистане? Это сделал председатель КГБ, еврей и сионист Андропов. Какая была цель? Уничтожение, развал, внутренний развал Советского Союза. Кто разработал план СВО по атаке на Украину? Дорогие мои, кто разработал план СВО по атаке на Украину, по агрессии против Украины, против братского народа, против христианского народа? Кто это сделал? Назовите фамилию. Путин принял решение. Вы сейчас будете орать и пищать, что это сделал сионист Путин. Хорошо, это принял решение сионист Путин. Я у вас спрашиваю, кто разработал план СВО агрессии против Украины? Фамилию назовите. Еврей-сионист Кириенко, еврей-сионист Лавров. Вот они стояли за планом по началу СВО в Украине ровно точно так же, как сионист Андропов стоял за планом вторжения СССР в Афганистан. И их цель довести ситуацию до прямого масштабного столкновения Европейского Союза, стран Европы с Russian Federation, с использованием ядерного оружия. И Сатаньяху убеждал Трампа вчера на встрече в Вашингтоне позволить Путину нанести удар по европейским странам. Помогать, но только чуть-чуть, чтобы как можно больше европейцев погибло в этой страшной, жуткой войне. Теперь у меня вопрос к европейцам. А хотите ли вы погибать за сиониста Сатаньяху? У меня вопрос к русским, к россиянам. А хотите ли вы хоронить свои семьи и своих детей за сионистку Наврусову, за сионистку Матвиенко, за сиониста Лаврова? Вы хотите за них погибать вместе со своими семьями? Вы хотите, чтобы на ваши города были сброшены ядерные бомбы?
Вы хотите, чтобы на Курск была сброшена ядерная бомба? Вы хотите, чтобы на Ростов была сброшена ядерная бомба? Вы хотите, чтобы на Воронеж, на Саратов, на Тулу, на Калугу, на Санкт-Петербург? Вы хотите, чтобы на все эти города были сброшены ядерные бомбы? А почему вы тогда слушаетесь сионистов кремлевских? Кто создал Хамас? Вчера Нетаньяху договорился с Трампом уничтожить Хамас. Великолепно. Отлично. Мы поддерживаем план Трампа. Вопрос у меня только к вам. А кто создал Хамас? Кто выпистывал Хамас? Кто с клювика кормил Хамас? Кто птенцов Хамаса кормил? С клювика кто кто кормил Хамас с клювика? Кто? Сионист Лавров. Кто приглашал Хамас в Москву и в Кремль? Сионист Лавров приглашал Хамас в Кремль. Вы понимаете? А с другой стороны, Путин дружит с Нетаньяху. Вот объясните сей факт. Москва помогала Хамас, давала разведданные, давала политическое прикрытие, давала оружие, давала подготовку. А Нетаньяху с Путиным вась-вась. Вам не кажется это странным? Понимаете, Израиль бомбил Катар за то, что Катар вел мирные переговоры, то есть пытался освободить заложников. У меня вопрос. Почему Нетаньяху не бомбил Кремль? Сионисты, которые в чате, я у вас спрашиваю, почему Нетаньяху не бомбил Кремль за то, что Кремль приглашал к себе Хамас? Вот кто-нибудь может ответить на этот вопрос злободневный? Почему наш Нетаньяху, такой великий сионист, такой сражатель с Хамасом, не бомбил Кремль, когда туда приезжал Хамас? А? Нет ответа. Потому что Хамас кормили, точнее Хамас кормился с ладошек сионистов в Кремле. Вот так он носиком клевал, зернышки носиком клевал сионистских ладошек Лаврова. Понимаете, что происходит? А теперь они стравливают. Путина натравливают на Европу. И если русский Ваня не опомнится, не возьмется за вилы и не вынесет всю эту шмардяк с Кремля на вилах, то Россия с Европой будут гореть в ядерном аду. И ваши души пойдут в ад. Потому что вы сидели на жопе, жрали, пили и ничего не сделали, пальцем не пошевелили, чтобы остановить Третью мировую ядерную войну. А ведь это было в ваших силах. И не говорите, что вы ничего не можете сделать, что вы на жопе тихо, смирно должны сидеть. Вами управляет какая-то горстка сионистов. Сколько этих сионистов в Кремле и на Старой площади? Сколько их там? 1500, 3000, даже нету 3000 сионистов в Москве. Вот если собрать всю эту шоблу сионистскую, которая управляет Кремлем, Госдумой, правительством, сколько там наскребется этих сионистов? Я говорю, там 1500, включая банкиров, включая олигархов, включая всю эту мразь. Так что вы не можете справиться с 1500 вот этих вот тварей, которые натравливают вас на войну с Европой, которые хотят взаимного уничтожения Европы и России, где в центре оказалась несчастная Украина, по которой катком проехались. Ну что, вы не понимаете? По Украине проехались катком. Она оказалась разменной картой. Да? Вот в чем проблема. Я вам открою еще большую тайну, но уже в другом эфире я вам расскажу, кто на самом деле являются Бог Яхве евреев и сионисты, души сионистов.
для чего они попадают на Землю. Для чего, как вы думаете, для чего сионисты попадают на Землю? Для чего они здесь рождаются? Никогда не догадаетесь. Я вам скажу. Приоткрою завесу страшной правды. Вы слышали когда-нибудь о космических пиратах? А ну-ка ставьте лайки, народ. Что же вы лайки не ставите? А то вы смотрите, слушаете, а лайки не ставите. Ну-ка лайки ставить. Я еще раз говорю, слышали вы когда-нибудь о космических пиратах? Так, кто такие космические пираты? В каждой шутке есть доля шутки. Я вам напоминаю, я могу сценарий для Голливуда писать. Помните, Трамп же сейчас ввел пошлины на фильмы в Соединенные Штаты. Вот. Так вот, сионисты являются космическими пиратами. Ну кто вам еще расскажет такую правду, что сионисты – это космические пираты? Да, Карабасы-Барабасы, точно. Нет, они космические пираты. Теперь, вы знаете, что их цель, какова их цель? Их цель – уничтожение цивилизации в ядерной войне. Я это могу доказать. Вам понятно это? Цель сионистов, космических пиратов в уничтожении цивилизации в ядерной войне. Они уничтожают цивилизации с помощью развязывания ядерных войн. У меня к вам вопрос. Назовите фамилии ученых советских, которые разрабатывали ядерное оружие. Алло, трамвай, вы меня слышите? Назовите. Назовите фамилии ученых в Советском Союзе, которые разрабатывали не Сахаров. Сахаров это уже был гораздо позже. Сахаров это водородная бомба. Кто разрабатывал ядерные бомбы? Там одни евреи сидят. А теперь, там Зельдович был такой. Вы посмотрите список награжденных за Йоффе, правильно. Да, совершенно верно. Одни евреи там сидят. Сахаров это только в самом конце. Это уже водородная бомба. А в самом начале там был Зельдович, Йоффе и еще целая плеяда. Целая плеяда их там была. Так вот, это сионисты, пришлые с другой планеты. Они как пираты летают по галактике, души их перекатываются с тучки на тучку, вот это они с тучки с планетки на планетку они летают. Выискивают хорошую цивилизацию, красивую планетку вынюхивают длинными носами. Вот. Внедряются в эту цивилизацию. Да, и в Америке то же самое, там одни евреи были по разработке ядерного оружия. И затем они уничтожают цивилизацию с помощью ядерного оружия, с помощью развязывания ядерного конфликта, мировой ядерной войны. Это ровно то, что делает Сатаньяху сейчас. Натравливая Путина на Европу, это именно то, что делает сионист Сатаньяху. А вы скажете, а зачем им уничтожать самих себя, если им и так все принадлежит? Правильно? У вас есть такой глупый вопрос? Появился у вас в ваших маленьких куриных мозгах, у вас появился вот этот глупый вопрос. А зачем сионистам уничтожать нашу цивилизацию с помощью ядерного оружия? Они же тут сами живут и хорошо живут, так сказать. Это философский вопрос, а я вам дам на него ответ. Настоящий ответ. Дело в том, что ДНК сионистов адаптирована к повышенной радиации. Поэтому повышенный радиоактивный фон не сильно угрожает рептилоидам-сионистам. Рептилоиды-сионисты быстро адаптируются в течение 3 поколений, они адаптируются к повышенному радиационному фону. Таким образом, сионисты-рептилоиды захватывают земли разные в космосе, они летают по планетам. Все, что я рассказываю, это сценарий для
голливудского блокбастера. Не верьте мне, это чисто философская дискуссия. У меня нет цели то есть это не научная фантастика, вот так я вам скажу. Это не научная фантастика, это сценарий для голливудского блокбастера. Понятно вам? Повторяю, сценарий голливудского блокбастера. Сионисты являются космическими пиратами. Они распространяются в космосе, находят хорошую планету с веселой, радужной жизнью, с многообразной биосферой, глупую цивилизацию, внедряются в эту цивилизацию, занимают в этой цивилизации все ключевые посты. Кто занимает все ключевые посты в Russian Federation? А ну-ка ответьте. Кто занимает все ключевые посты в Russian Federation, начиная с большевиков? И в других странах тоже. Затем они через своих ученых, внимание, развивают науку и технику, чтобы создать как можно больше ядерного оружия. Вы понимаете, какая ужасная цель? Их цель – создавать ядерное оружие как можно больше. Почему как можно больше создавать ядерного оружия? Чтобы гарантировать уничтожение цивилизации. И когда они уничтожают цивилизацию в ядерном огне, они захватывают ее остатки, потому что только их потомство, только их химерное геноцидальное потомство способно выживать в условиях повышенного радиационного фона. Они как тараканы к радиации. Вот тараканы, они хорошо переносят радиацию. И сионисты хорошо переносят радиацию. У них гены такие, ну что поделать, это их генетика, они любят радиоактивность. Вот. Поэтому они вам Чернобыль устроили. А сейчас они вам устроят второй Чернобыль на Запорожской АЭС. Вы хотите второй Чернобыль на Запорожской АЭС? А ну-ка признавайтесь. Да, вот мне вчера из Москвы позвонил, ну не буду говорить, помощник одного известного раввина в Москве, и сказал: Ариэль, зачем ты им правду рассказываешь? Ну что ты, дай нам еще 2 месяца, и мы все устроим. Он с меня смеялся, он так и говорил: Ариэль, ты уже не успеешь, у тебя шанс 0. Мы уничтожим всю планету и захватим, поработим всю планету. И затем заселим только своим потомством. Понимаете, что происходит? Кто вам такое вообще поведает? Назовите мне хоть одного условного антисемита в мире. Да, меня там обзывают, что я евреев не люблю. Наоборот, я люблю евреев. Потому что среди евреев есть истинные потомки сынов света, сынов завета, истинного завета с Богом. Но проблема в том, что сатанисты, сионисты, они не от Бога. Сионисты, сатанисты, они являются космическими, галактическими пиратами, которые захватывают планеты, внедряются, разрушают с помощью ядерной войны, используют ее ресурсы для обогащения, а потом ее уничтожают. Ну, понимаете? А Фукусиму и Чернобыль вы уже забыли, да? Так то, что вас ожидает впереди... Кстати, для чего им нужно было взрывать Чернобыль? Для того, чтобы отработать технологии выживания в зараженной среде. Понимаете это? Что им Чернобыль нужен был для опытов. И Фукусима им нужна была для опытов. Чтобы оценить воздействие радиации на рептилоидное ДНК. Вот именно поэтому они и взорвали Фукусиму, чтобы оценить, как будет действовать радиация в малых дозах на их генетику. А их генетика, она не из Земли.
Она не местная, не локальная. Их генетика с галактики, с другого рукава галактики. Вот. И поэтому им нужен, им хорошо, им кайф. Вот как вы любите, русские, вы любите в сауну ходить? Руси, говорите, кто любит в сауну ходить? Вы в сауну любите ходить? Вот точно так же, как вы любите ходить в сауну. Вы же не ходите в сауну каждый день, правильно? Ну, там, у вас иногда редко получается сейчас в сауну ходить. Вот точно так же, как вы любите хамам и сауну, сионисты любят немножко радиация. Понятно вам? В баню, да, вы любите в баню ходить. Хамам вы любите. А сионисты любят немножко радиация. Вот для них хорошо. Они себя после радиации хорошо себя чувствуют. Вот так. Ну что, народ, я должен заканчивать. Я иду на работу, дорогие мои. Спасибо, что в этот ранний час вы ко мне подключаетесь, потому что только я стараюсь доносить правду человечеству. Я стараюсь раскрывать истинные планы вот этого фашистского недоразумения. Я стараюсь срывать маски с этих морд галактических пиратов. Я за свободу человечества. Я за мир, за дружбу между народами, против ужасного фашизма. Всего доброго. До свидания.